Рамадан творит чудеса. В рамках флешмоба «Месяц чистых дел» помощь оказана и семье Ожиговых из Карабулака. Студенты ИНГУ получили возможность пройти языковую практику в лучших вузах Германии. Все шансы на победу. Юные ингушские гимнасты готовятся к турниру по художественной гимнастике. Здравствуйте. Жители Ингушетии стараются активно извлекать пользу из священного месяца Рамадана. Как правило, это время не только поста и духовного очищения, но и совершения богоугодных поступков. В социальных сетях продолжается флешмоб «Месяц чистых дел». В рамках акции помощь оказали и Ожиговым из Карабулака. Управление капитального строительства предоставило малоимущей семье стройматериалы для возведения дома. Жаредат Халухоева расскажет подробнее. Теплый дом без протекающей крыши и трещин в стенах для семьи Ожиговых из Карабулака – это мечта, которую в перерывах между съемными квартирами и этим, непригодным для жизни щитовым домом, они лелеют вот уже 15 лет. Именно это и побудило Заиру обратиться к властям с просьбой улучшить жилищные условия. Мне пришлось обратиться за помощью к людям и в Беркуте. И, кстати, до этого я была в фонде, там ходатайство написал Хамзат Асканов в солидарности. Туда обращалась. И в другие фонды. Как получается, так и продвигаемся. Помощь не заставила себя ждать. Трудолюбивая женщина, которая всегда пыталась сама решить все свои проблемы, убедилась, что в мире много небезразличных людей и что не всегда нужно пытаться вынести все тяготы на своих хрупких плечах. 1500 строительных пеплоблоков и 20 мешков цемента – не просто стройматериалы, предвестники новой жизни, зажить которой Ожиговы планируют уже очень скоро. Фундамент для этого они заложили еще 3 года назад, а в этом укрепили полностью. Для этого семье приходилось экономить и так с небольшого дохода матери, которая одна воспитывает 3 детей. Подарить добро, а вместе с тем возможность на комфортное проживание. Такую обязанность в рамках флешмоба «Месяц чистых дел» взяли на себя сотрудники управления капитального строительства Ингушетии. Всю жизнь была такая, что мы друг другу всегда помогаем. Но в этот месяц особенно чувствуется поддержка, и люди обращаются чаще, чем в другое время. Я думаю, это очень хорошая идея. Это не первый случай будет и не последний. Мы будем еще и еще помогать. Принять участие в акции может каждый желающий, независимо от пола и возраста. Главное – желание помочь. Это не только материальная помощь, но и самые, казалось бы, незначительные добрые поступки в течение дня, в том числе примирение и прощение. Жаредат Халухоева, Исрапил Чехкиев, Новости 24. В Магасе 29 мая пройдет сельхозярмарка, приуроченная к священному месяцу Рамадан, где будет представлен ассортимент товаров как местных производителей, так и соседних регионов. На торговой площадке можно будет приобрести сельскохозяйственную и мясомолочную продукцию, овощи, фрукты, мед, орехи, чай и многое другое по ценам ниже рыночных. Ярмарка будет проходить с 10 часов до 15:00 на территории торгового центра, сделана в Ингушетии. Лучшим закреплением знаний в области изучения иностранного языка является не отметка в зачетке, а практика в языковой среде. Студенты Ингушского госуниверситета пройдут 2-недельное обучение в лучших вузах Германии. Такую уникальную возможность подкрепить теоретические знания, общаясь с носителями немецкого языка, получили несколько отличников. Опыт, приобретенный за границей, станет для них бесценным. Почему, узнаем из репортажа Дианы Дударовой. Ja, so mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob mitnehmen. Okay. Passgeld. Nichts mehr. Включиться в беседу студентки и преподавателей